Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня я расскажу вам историю памятника, который расположен в городе Пружаны на улице Горина-Калиды. Это памятник жертвам Холокоста. Знаете ли вы, что означает слово «Холокост»? Вторая мировая война принесла народам всего мира неисчислимое бедствие. Среди моря человеческих страданий особо говорят о еврейской катастрофе. На Западе ее называют греческим словом «Холокост», в Израиле – «Шоа», что в переводе с иврита и означает «катастрофа, уничтожение евреев». В 30-е годы фашисты во главе с Гитлером приходят к власти. Ими было принято свыше 400 законов, ограничивающих права евреев. Больше всего страдали еврейские дети. Их изгоняли из школ, из университетов. Для детей евреев были закрыты городские парки. Вдруг выяснилось, что еврейские дети другие. Они стали детьми второго сорта. По всей Германии прокатилась волна еврейских погромов, самый крупный из которых получил название «Хрустальная ночь». Были разрушены синагоги, погибло около 100 евреев, разгромлены еврейские дома и магазины, разбиты стекла еврейских школ. 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. Гитлер объявил, что евреи – это враги. Когда фашистами были захвачена Польша, всем евреям, в том числе и детям 6 лет, было приказано носить белую или желтую повязки с шестиконечной звездой Давида. За появление на улице без повязки евреев убивали на месте. 2 треугольника, звезда, щит праотца, Отца Давида избрание, а не обида, священный дар, а не беда. Здесь было горе, горе без счета, желтые звезды, звезды почета, звезды униженных, звезды отверженных, вшитые в небо еврейской одежды, желтые звезды, звезды Давида, горькие слезы еврейской одежды. До войны в нашем городе проживали 6332 жителя, в том числе 4152 еврея. В Пружанах была открыта 7-летняя школа Тарбут, где обучение велось на иврите, и 8-классная классическая еврейская гимназия. Также еврейская община Пружан содержала 2 детских сада. 23 июня 1941 года в Пружаны вошли немецкие войска. Грабежи и избиения евреев начались в Пружанах с первых дней. Уже на 3-й день оккупации еврейская община получила приказ сдать посуду. Потом для военных нужд были затребованы кровати и постельное белье. Была проведена конфискация шерстяных и меховых изделий. Были изъяты фотоаппараты, ковры, патефоны. Евреи должны были постоянно собирать деньги и отдавать немцам. В результате выплат все 9 синагог Пружан были полностью разграблены. О событиях тех дней вспоминает Абрагам Каршалом, которому на то время было 16 лет. И он вместе с мамой, папой и братом Семой проживали в городе Пружаны. С приходом фашистов в Пружаны эсэсовцы сразу расстреляли за городом несколько десятков евреев. Мы поняли, что над нами нависла смертельная опасность. Для еврейского населения города вводились запреты пользоваться тротуарами. Они могли ходить только по центру улицы, проживать на некоторых из улиц города. Каждую неделю немцы определяли, что нужно сдать с евреев. Например, 50 карманных часов или 100 человек на расстрел. Или же за 20 минут они должны были собрать 100 одеял или будут расстреляны 500 человек.
Расстрелы в то время проводили в деревне Слободка. В августе 1941 года еврейское население Пружан начало увеличиваться за счет принудительно переселявшихся сюда еврейских женщин и детей из деревень, где были убиты мужчины-евреи. 25 сентября 1941 года евреям города Пружан приказали переселиться в гетто, которое включало современные улицы Кобринская, Свободы, Ленина, Кирова, Островского и Тармасова. Через месяц, в октябре, было принято решение о создании в Пружанах еврейского города. За зиму сюда были переселены около 4500 евреев из Белостока, а также около 2000 евреев из местечек и городов западных областей Белоруссии: Беловежье, Столбцы, Новый Двор, Каменец, Береза, Шерешево, Блудень, Малич, Слоним, Ивацевичи и других окрестных деревень. Вокруг Пружанского гетто силами узников было построено ограждение. Часть была обнесена колючей проволокой, часть сплошной стеной. Тяжело было в эти дни с пропитанием. Узники получали по 200 грамм хлеба и несколько картофелин на человека. Не менее острой была и жилищная проблема. С увеличением числа узников в гетто плотность жильцов в каждом доме возрастала, вспоминает Абрагам Харшалом. В город начали свозить евреев со всех ближайших деревень. Город с 6000-ным населением вырос до 10 000, но тоже приютили еврейскую семью. От холода, голода и лишений за зиму погибла третья часть заключенных. Узники активно использовались на принудительных работах по расчистке снега, торфоразработках, выкорчевке пней, вырубке, погрузке боеприпасов, земляных работах. Ремесленники были заняты в сапожных, швейных, мебельных артелях. В начале ноября 1942 года Пружанское гетто было оцеплено. Узников предупредили, что будет проводиться эвакуация. В эти дни паники и страха 47 узников гетто покончили жизнь самоубийством. Некоторых удалось спасти, но депортация евреев была отложена, и вскоре повседневная жизнь в гетто возобновилась. Поступил приказ провести учет узников гетто, и было установлено, что там содержится почти 10 000 евреев. Для сравнения, численность населения города Пружан на 1 января 2020 года составляла 18 900 человек. То есть в то время в гетто содержалась почти половина численности населения сегодняшнего дня. Через 2 месяца, утром 28 января 1943 года гетто было оцеплено. Евреям объявили об отправке на работы в Силезию. Вот как об этих событиях вспоминает Абрагам Харшалом.
פינוי הגטו לאושוויץ נעשה ב4 משלוחים. ב-28 לינואר, 29, 30 ו-31. בכל משלוח היו בערך 2,500 אנשים. אספו את הילדים בכיכר העיר, ועל יד באזור החנויות שנקרא בזמנו רת קרומן, שם חיכו איכרים מהסביבה עם עגלות וסוסים. הכניסו לכל עגלה 8 עד 10 אנשים, ונסענו לתחנת הרכבת. עד כמה שזכור לי, הביאו אותנו מעגלות ישר על יד הקרונות, על מנת להעמיס אותנו, שלא יהיה מרחק גדול מהיציאה לכניסה לקרונות. מזג האוויר היה חורפי, זה היה בחודש סוף ינואר, האוויר היה חורפי, היה קר, אבל היו בכל קרון כל כך הרבה אנשים החום שנפלט היה יותר מאשר הטמפרטורה הקרה של הסביבה. אבא ואמא היו יחד איתי באותו קרון. אני, אחי, אבא ואמא היו באותו קרון. וגם סבתא? לא, סבתא הייתה בעגלה אחרת, כי היא גרה במקום אחר, היא לא גרה איתנו בבית. היו ילדים שעלו איתכם לרכבות? היו תינוקות? הכל. הכל מה שהיה בחיים היה. מתינוקות ועד לגיל מבוגר. בוודאי היו צעקות ובכי, חייב להיות. לא היה צעקות. אנשים לא ידעו לאן נוסעים בכלל. ככה חשבו שמעבירו אותם למחנות עבודה. הגעתי לאושוויץ ב2 לפברואר. יום הולדת שלי ב4 לפברואר. אמא עוד הייתה איתך ואבא? היינו ברמפה ושם עשו את הסלקציה, ואנחנו נכנסנו למחנה והם נשלחו ישר לתאי הגזים. עוד לא... בבקשה? נפרדת מהם? לא נפרדנו. С 17 июля 1944 года город Пружаны был освобожден. Нацистский террор сумели пережить только около 2 десятков пружанских евреев. Как же сложилась жизнь нашего земляка? Из воспоминаний Абрагама Харшалома. Во время отбора, когда они спросили, сколько мне лет, я сказал, что родился в 1924 году, то есть добавил себе 1 год, чтобы дать понять им, что я уже не юноша. Сёма, брат Абрагама, был убит в газовой камере после 1,5 месяцев после их прибытия в концлагерь Освенцим. В июне 1944 года Абрагам вместе с 2 другими заключенными, один из которых был из Пружан, планирует бежать. Во второй половине дня мы сбежали из лагеря. Мы слышали сирены, знали, что они ищут пропавших. Мы слышали лай собак над нами, прятались в яме, которую друг накрыл теном. А распространение пыли от табака помогло нам во время поиска не быть найденными собаками и солдатами СС. Мы затаили дыхание и даже не смели моргнуть глазами. Наша ситуация была невыносимой. Яма была маленькой, и воздушные отверстия были закрыты. Мы не могли долго остаться там. Им удалось сбежать из лагеря, но Абрагами и один из его друзей были пойманы через несколько дней. Мы получили 25 ударов плетью по нашим голым ягодицам. После этого избиения я не мог сидеть в течение нескольких недель. Абрагам был обозначен как преступник красной круговой отметиной.
Позднее им удалось смешаться вместе с другими заключенными. Они убрали пятна красные с одежды и приобрели такой же статус, как обычные заключенные. Позже Абрагам побывал еще в 3 лагерях, пока не попал в Бухенвальд. В Бухенвальде он выдал себя за поляка и был отправлен поездом в Лайтмерец. Через несколько недель в Лайтмерице я подошел к 2 моим друзьям и предложил им попытаться присоединиться к следующей группе, которая будет перенаправлена в другой лагерь в центральной части Германии, а затем попытаться сбежать в дороге. На одной из станций, когда наш поезд остановился рядом с каменноугольным поездом, мы переглянулись. Все имели ту же мысль. Вместе мы выскочили из наших мест, перешли на угольный поезд и легли на груды угля. Немцы не заметили нас. Этот поезд прибыл на станцию Халишевица в Праге, где были расположены угольные склады. Мы стояли в нашей тюремной одежде между кучами угля и не знали, что делать. Вдруг увидели подростков, мальчика и девочку. Наша жизнь была только в наших руках. Мы вышли из укрытий и остановили подростков. Используя смесь языков и жестов, в русском и польском мы дали понять, что нуждаемся в одежде. Мальчик посмотрел на часы и сказал «почекай», что означает «подожди». Подросток Индра Саботка принесла Абрагаму и его друзьям одежду и привела их в свой дом. После этого они были перемещены в тайник на складе цветочного магазина. В апреле 1945 года Абрагам прошел военную подготовку и помог бороться против немцев, отходивших от Праги. 8 мая Прага была освобождена, и Абрагам получил чехословацкое гражданство. Через 4 года он прибыл в Израиль и служил в военно-воздушных силах. В 1951 году Абрагам основал компанию под названием «Ариэль», которая со временем стала успешной группой компаний, работавших как в Израиле, так и за границей. В том же 1951 году он женился. Абрагам и Рэйчел имеют дочь Цейру, 2 сыновей Моше и Аарона, а также 6 внуков. В 90-х годах Абрагам Харшалом приехал на свою родину. Он нашел и улицу, и дом, где родился и жил, нетронутым откопал свой тайник. А через 10 лет привез в Пружаны свою дочь, сына и внуков, чтобы на месте рассказать им свою историю. להגיע למרתף. תראה, מצאו את זה. Это, правда. Это банка была... Вот здесь, вот бито. Да. Тому света. Завод надо, завод. Ну что, баночка помогла? О! Можем посмотреть? Я говорю, здесь. Я думаю, здесь. רגע, אולי האוצר עוד ישנו? Якщо тут щось є, то буде, а як ні, то ні. Нет. Тут кроме меня никто не копал больше. Я тут водопровод вел, везде копал, то все люди отак заглядывали. Может, что нашел? Я говорю, нашел побитые черепки. Я видите. Будем приехать. Ну, я вам пошлю. Ну, як то по-русски. Привезли. אני לא מאמין, זה באמת, בחיי, אברהם, אני לא מאמין. כן. כמה זה, כמה שנים זה? То есть 51 год. 51 год. Что, нам же затвердилось? Нет, тут не пролазит. Игорь, нормально, у нас будет погрузы Фотографуем. О, и на улицу. Да, на улицу. Будем делать. Текайте.
10 שנים לאחר מכן, וחווים את האירוע כשאנו מסתכלים בסרט שצולם אז. Вода пошла. Невозможно. Пальцами. Вода, бачите, попала вода и все. А что, она побита была? לא זכרתי הרבה על אכד, ולא חשבתי בכלל שאני אראה אותו או שאני אמצא אותו. הזיכרון או האיתות בקשר לכד נכנס למוחי בעת הביקור בפרוז'אנה בבית, כששאלתי היכן המרתף, הוא אמר לי פה למטה. Надо еще одну воду наверх. אני זוכר שאמי נתנה לי, זה היה את הגטו מפרוז'אני הוציאו ב4 משלוחים. אנחנו היינו במשלוח הרביעי, סמוך למשלוח, ליום המשלוח, אמי, שאספנו את הדברים שמותר היה לקחת איתנו, כי בסך הכל, אני חושב, מותר היה לקחת 15 קילו לבן אדם. אמי אספה את הדברי הערך, וחילקה ביני ובין אחי. נתנה חלק לאחי וחלק לי, וגם דולרים שהיו חילקה ביני ובין אחי. את הדולרים שמנו בתוך הנעליים, איתם באנו למחנה ריכוז. אני את הדברים שקיבלתי שמתי בכד והרביתי במרתף. לא זכור לי מה אחי עשה עם הדברים שהוא קיבל. А тут может Воша. Какие? Ну то там маленький. והצמיד, צמיד שהאימא של סבתא שניהלה את המכולת next door, בחלק חצי השני של הבית, זה בעצם היה שלה, וכנראה גם היא קיבלה את זה מאימא שלה. זאת אומרת, זה משהו כמו 6 דורות במשפחה, וכנ"ל הטבעת. והנה הטבעת. דור השני. כן. והיא עונדת את אותה טבעת ואת אותו צמיד. שעכשיו אני אשים אותו, אני חיכיתי לרגע הזה כדי לענוד אותו. כשהוא מצא את זה, הוא צלצל אליי לארצות הברית, והוא לא יכול לדבר בטלפון. שאלתי, אבא, מה קרה? ונבהלתי, חשבתי, אני ידעתי שהוא נמצא באירופה, ולא ידעתי מה קרה, אני הייתי בוושינגטון. שאלתי, מה קרה? מה קרה? הכל בסדר? אז הוא אמר, אני הייתי בבית שלי, ומצאתי את הדברים שהחבאתי, מצאתי שם צנצנת עם דברים. והוא לקח מטוס ובא לוושינגטון, מיד אליי הביתה. וניקנו את הגביעים של הכסף ושתינו, זה היה ערב שבת. עשינו קידוש עם הגביעים של היין. ואז הוא הראה לי את הטיליון עם השם שלי ואת הצמיד, והוא לא רצה לתת שום דבר. הוא ארז מהר את הכל במטפחות נייר בטישו פייפר, ושם את זה בכיס שחס וחלילה, אף אחד לא... Абрагам Харшалом только в конце 80-х начал рассказывать обо всем. Сначала он думал, чтобы жить, нужно забыть. Теперь уверен, чтобы ценить независимость и свободу, нужно знать прошлое. Мой долг – рассказать историю Холокоста своим потомкам. Как я испытал это, как ценят независимость, свободу и силу, с которой живут люди, пережившие Холокост, писал Абрагам в предисловии к своей книге, которая была переведена на многие языки, включая английский, немецкий и чешский. 21 ноября
2005 года на территории еврейского кладбища в Пружанах был открыт мемориал жертвам Холокоста, построенный на средства Абрагама Харшалома и других выходцев из Пружан, проживающих в Израиле. Вот такая история этого памятника.